Да. Все, да. Кому первый? Не успеваем. Не успеваем. Спасибо. Иди первый. У нас был дождик там, небольшой такой. Каштан. Давайте проходим. Закрыты с солнечной стороны проходить. Да. После дождя. Мы сквозь дождь проехали. Приятно было очень. Хорошо. Куда жителись, мы лежит и колорак перематывать, жителись, как молочая зеркало, он говорит, согласно нас село, деревня, административная деревня. На русском, наверное, будем говорить? Да, конечно, тут же вся Россия. Да. Мероприятие вчера началось, мы тоже, я на сайт посмотрел, и во всех средствах массовой информации, на самом деле, помню, что там написано. Все понравилось. Так, многие знакомые лица, и есть новые тоже люди. Дмитрий Васильевич Селиванов, замглавы администрации Батальского района. Вот, курирую как раз вот эти социальные вопросы. Все мероприятия, как я извиняюсь. Ну, вот здесь такая у нас группа, которая будет участвовать в Дальги фестивале «Народные поэта». Вот, ну, Валерий Зинских, Санкт-Петербург, поэт, филолог. Вот, Дмитрий Воробьев, кандидат философии, поэт и философ, преподаватель, доцент. Борис Конструктор, поэт, Санкт-Петербург. Вот, ну, это господа Байда. Да, Ламука Гордеева, поэт. Вот, и тоже одна из руководителей проекта нашего. Вот, Джалиль Галюдинов, художник и участник выставки «Айдифес», которая открылась вчера в художественном музее. Вот, Светлана, его супруга, тоже участник выставки, художница и мастерица. Вот, Петр Петров у нас художник, участник выставки. Ольга Соколова, Томск, филолог, кандидат филологии. Вот, диссертация у нее по идее, участница нашей конференции и нашего фестиваля. Степан Володя, писатель, редактор и земляк. Вот, Лена Рябцева, она студентка пока, но она тоже как бы занимается ID, его творчеством, пока она пишет что-то в этом направлении. Вот, Виктор Ванмат, художник, скульптор, вот, участник выставки. Город Ульяновск. Да, город Ульяновск. Ну, я понятно. Сергей Жиров, это Тандыш, газета, журналист, корреспондент, фотокорреспондент. Ну, я Николаевна Гера об этом году. Тоже все знают. Ну, Олега тоже знает. Сестра, ну, Олег... Дарьон Николай Дмитриевич, завтра еще будут еще некоторые подъезды, некоторые люди. Ну, туда, на день рождения. Пока вот такая у нас делегация. Я, наверное, вот кто первый раз приехал в город, наверное, познакомлюсь с нашим районом. Вот, в прошлом году в нашем районе исполнилось 80 лет. Он образован в 1927 году. Вот, в общей площадь 942 квадратных километра составляет. Где-то пашни 40 тысяч. Всего у нас на территории района 19 сельских поселений, 56 населенных пунктов. Дальше все дороги в этом году уже все соединили с асфальтной дорогой. Асфальт положен полностью. Сейчас полным ходом идет год урожая. Да, где-то, я думаю, пока предварительно где-то 25-28 центнеров получим. Есть хозяйства, которые получают 35, есть хозяйства, которые 40 получают.
Так, и президент нашей республики, и главой нашего района поставили задачу, чтобы ни одного квадратного метра земли пустующего не оставили. Вот мы стараемся вот это полностью указание выполнить на территории вот Архангельского сельского поселения, Абамцеву, наверное, как раз по графику у нас хозяйство туда остались, конечно. И на территории Бактигирского сельского поселения. Вот, маленькие хозяйства остались, такие необработанные на этой территории эти земли. Ну, они обязались, в этом году сейчас под зиму я готовим. Все должно быть запахано, все задействовано. Вот ни одного прекрасного метра, чтобы не посеянных, не обработанных, чтобы не оставалось. Вот. Тут, конечно, год урожая, как бы сказать, затягивается. Вот недавние дожди чуть помешали, после сорняки тоже пошли. Масса такая сильная. Ломаются комбайны. Ну, сейчас приглашаем нас соседей к республике, с Ульяновской области помогать. Ну, я думаю, нормально все будем с холодильника. Если вот погода даст, неделю хотя бы, можно сказать, мы полностью уже завершаем. По зерновым. Пшеница, это зерновые овес, дорог, вот эти зерновые мы обрабатываем. Пропорционно там в основном это картошка, свекла сахарная, и овощи, там капуста, все остальное. Это лук всего у нас больше, это общесильно в нашем районе. Вот, частники общесильно занимаются. Наверное, скорее всего, у участников больше земельных площадей севка, наверное, чем в частных, чем в хозяйствах таких. Ну, хорошо зарабатывают на самом деле. Цены там нормальные, 40-50 килограммов за килограмм продавали. Конечно, сейчас осенью не так уж дорого. Но есть предприниматели, закупающие сегодня. У себя это занимаются уже сейчас большие склады, амбары сделаны для хранения. Вот, по, как бы 18-20 рублей сегодня закупают, а весной продают вот, по 40-50 рублей зарабатывают. Да. Что еще? На территории сейчас полным ходом идет у нас строительство школы в селе Шагаданы. Указан президент, не указан, да, как раз по итогам как бы подарок для шагиданцев это было. По итогам выборов они так хорошо поработали, и президент нашей республики обещал и слово сдержал. До 1 января мы хотим запустить вот эту школу с садиком. А дальше проектируется полным ходом строительство школы в Сугутском сельском поселении, дальше Новоахпарском сельском поселении. Жаль, конечно, вот в этом году закрыли у нас коррекционный интернат на территории нашего района. Вот райцентр прямо, наверное, когда приезжали, слева находился, закрыли его. Да, вот на базе этого планируем, уже решение принято, проектные работы начались, разбираем полностью, кирпичную часть оставляем, будем строить садик. Мы как раз только сидели, рассмотрели по распределению садиков. Рождаемость по сравнению с предыдущими годами, не хотел бы сказать такие сильные большие, но большие сдвиги есть. На самом деле необходимость в садиках очень нуждаемся. Были времена, вы, наверное, помните тоже, некому было в садик идти. Тоже, один садик мы под филиал ЧБУ, конечно, дали, чтобы не пустовало. Тоже было правильное решение, но на территории нашего района есть филиал Чувашского государственного университета. Тут, пожалуйста, очные, заочные формы обучаются. Вот. И вот главой было принято решение вот на базе вот этого интерната построить, начать и построить такой современный садик. Дальше, в прошлом году мы открыли физкультурно-спортивный комплекс. Там бассейн, 2 бассейна, детский бассейн, взрослый бассейн. Если, допустим, у нас по программе «Если будет там время», есть возможность пойти, посмотреть там вот это. Дальше в этом году сдали дополнительный корпус центральной районной больницы, там терапевтическое отделение, хирургическое отделение, дальше неврология и женские консультации дополнительно. По всем таким, можно сказать, европейским даже требованиям. На открытие вот этого корпуса уже приезжал сам президент, вот такую оценку он дал. Да, все условия работают есть. Так, построили тоже в этом году дворец бракосочетания. Как говорится, жизнь начинается с дворца бракосочетания. Да, и он на базе кинотеатра. Кинотеатр, сейчас народ не ходит в эти кинотеатры. У всех там видеоаппаратуры, все остальное, этот интернеты. И чтобы вот это здание не пустовало, главой тоже было принято решение построить там на базе отдельный дворец бракосочетания. Тоже в этом году мы ее открыли, приезжали эти министры, представители республики, даже высокую оценку дали
вот, на самом деле красиво, так хорошо получилось. И вот сейчас у нас начальник ЗАГСа Гусарова Ольга Николаевна и вот, организует такие встречи, вот, кому там 5 лет совместной жизни, кому там 20, 50, 60. Такие с удовольствием народ приходит, представляете, и вот участвует на этом мероприятии. Вот свою молодость вспоминает, это на самом деле интересно вещи. Дальше идет реконструкцию прошел, как бы первый этап, можно сказать, дворец, культурно-услуговый центр наш. Сейчас первую часть закончили, еще дополнительно будет, сейчас как раз мы в федеральную программу вошли, финансирование начинается, и дополнительно тоже капитально хотим полностью отремонтировать. В прошлом году, в этом году, я уже говорил, до каждого населенного пункта на самом деле мы говорили по этому дорогу. В этом году только мы сделали где-то, наверное, брать не буду, где-то, наверное, 9 километров по сегодняшним требованиям асфальтированную дорогу. Может, многие знают, многие не знают. Есть такой у нас поселок маленький, Люля. От нас, наверное, где-то 40 километров, там никогда, ну, наверное, хорошо знаю, туда невозможно будет проехать, заехать, да. Сегодня асфальтная дорога, представляете, там вот выходцы из Люли, которые сейчас за пределами нашей республики проживают, с удовольствием приезжают. Вот едешь за грибами, за ягодами, там целые, там невозможно было на легкой машине проехать, конечно. Там сейчас машины кругом едут, все 56 населенных пунктов на сегодня у нас газифицированы до всех государств. Сейчас полным ходом района работает по программе «Чистая вода». У нас качество воды желает лучшего не только у нас в районе, и в республике такова. Вот с территории Шумушинского района, там есть такой Карлы, оттуда будем тянуть водовод. И район, и ближайшие районы через нас будут обеспечить вот, чистой водой. На сегодня вот эта пресс-инициальная установка вот это полностью построена. Пока первой партии, можно сказать, хотим свою воду с этих водокачеств допустить и отвечать и до населения, до социальных этих, до больниц, до садиков, до школ запустить. Вот. Видели, наверное, сейчас вам идет этот, когда сюда заезжали тротуары, все остальное, светильники, полностью вот это тоже работа ведется. Сейчас заканчивают по главной улице, дальше они переходят по улице Мичурина, где расположен у нас до садика. Утром народ идет, просто без тротуарной системы, вот, требования времени. Машины по сравнению, если сравнить по республике, у нас в Батрайском районе Польша, Чебоксар, второе место занимает на число жителей, количество машин. Вот на самом деле утром, когда вот садик собирается, невозможно пройти, проехать, другой машин туда-сюда бегать. И главой тоже было принято решение, обязательно там делать тротуар, кто ребятишек проводить удобно, хорошо, нормально. Так, что у нас еще? Газ. У нас население, пока на территории нашего района 54 населенных пунктов и проживает где-то 41 тысяч населения. Проживает 74% у нас чуваши, 20 где-то 3% татар, и остальные там Мордва, евреи, Грузия, так вместе живем. И если говорить о дружбе, каждый год у нас в начале июня после посевных работ проводится такой Агадуй Сабандуй. У нас, я не знаю где как, но, наверное, скорее всего, только у нас так, обычно у чувашей Агадуй, у татар Сабандуй проводится. А мы так сделали Агадуй Сабандуй, совместно. И есть такая поляна солнечная, 2 дня, первый день это детский Агадуй Сабандуй. Мы хотим, чтобы дети тоже вот, с этим старинным традициям, чтобы не забывали, чтобы они продолжали, учились тоже. Специально мы делаем первый день детский Агадуй Сабандуй. А второй вот это взрослый. Там приезжают там, со всей России, можно сказать, будут нашего района. Это очень людей Батрайского района, поэтому я думаю, что Батрайск является традициями. И мы приехали опять, ну и Геннадий Николаевич, это второе послушивание день рождения завтрашнего, ну и другим тоже людям, как мы сможем сказать, и Кокель, и Василий Корченюка, побоям,
надо читать. Это действительно, ну, самый, ну, не самый, но почти там, самый южный район Чувашии. Вот. И здесь и земля очень такая плодородная, да, чернозем, так сказать, такой хороший очень, и люди очень радостные, гостеприимные. И здесь много есть таких факторов, которые способствуют проявляться и творчески, и в разных сферах жизни нашей деятельности. Владимир Юрьевич как раз вот вспомнил дом, где он жил недолгое время, конечно. Сейчас приняли решение, мы купили вот этот дом, где он прожил, он уже постарел. Сейчас мы переносим его на территорию, у нас музей Шидра есть, куда мы переносим, и музей Талвира мы там организуем. У нас музей Талвира есть, вот он расположен на территории школы номер 2. Там, где детишки учителя, вот это специальный класс, мы хотим вот полностью достроить и перенести на территорию музея села. Ну, на территории района где-то, наверное, 4 музея. Тойшинский краеведческий народный музей, Алмачик тоже краеведческий музей. И дальше Первомайский литературно-краеведческий музей, вот этот названо именем Кузьминой. И я сказал, что музей Шидра. И Коколь, и я чуть не забыл, как они, как раз на территории Самаринской школы территории. Через Пухин Паремаш Томе Президент Ева Николаевна. Президент указа Ева Николаевна, куда старшина Уксака Академия книгине, вот иду на селе Паремеш. Ева Николаевна. Подрель. Глухого бара Николая Ивановича. Я принял на вариант. Николай Иванович от Пусра, по Жабалчук, за пределами республики выехал. Кого меня казали ерунда? Да, это нормально. А ты Петрович, ты это Сочи нашли вот. Отдохнули. Как раз недалеко. Как раз на поляну мы съездили. Да, специально съездил. Да. И, на самом деле, те сами местные говорят, аборигены, да? Давай играйте как в этом году. С этого года закрывается полностью. Все. Такой видео уже не увидишь. Специально поехал туда, где Путин на лыжах катается, на Газпромовской базе, оказывается, такая отличная база, отель. Поляна называется Гран-отель. Красота. Там теракт, кстати, был, Боже. Когда ту информацию, которую я не договорил, вы можете здесь почитать. Хорошо, спасибо. Петрович, я вам вручаю, тогда вы, наверное, или каждому я вручу. Лучше сразу всем. Я себе не лично. Сегодня. Айдин Шрам будет королеву Спасибо. Потому что это просто потрясающе. Теперь,